И снова всем привет, ребята! Выбрались на рыбалку. Находимся сейчас в Заводе. Будем выходить на реку Мокша. Мы в Рязанской области. С Сергеем попробуем половить сегодня на джиг, судачка, щуку, там может быть окунь. Время, значит, без 15:06. Значит, где-то час у нас ушел на сборы, чтобы собраться и выйти, значит, на воду. Сейчас выходим из Заводи и поедем, попробуем по старым набитым точкам что-то поймать. Не переключайтесь, будет интересно. Так, ну что, блин, погода начинает радовать, ребята. Солнышко выходит. Будем надеяться, что тепло. Встали на первую точку, ну и поехали, Серег. Посмотрим, вода упала. Да, будем искать. Ага, есть, была поклевка. А? Поменьше грамм, 20, сколько? 22. Более быстро падает. Опять? Окунь, что ли? Так, надо коряшку нащупать. Здесь она где-то есть. Сейчас ее надо нащупать только. Но тоже пока не попал. Но поклевка была. Ну мы про поликаря, может, вот. Нет, вот, не. показывает это. Нет. Здесь вниз, метров 20. Не, ну можно апстрим кинуть. Ну, скорее сразу зацепится в апстрим. Да. Кто это? Так, друзья, время 9 часов. У нас первая пойманная рыбка. Это маленький окушок. Значит, меняем точки. Поклевки есть, но нет реализации. И, видимо, вот окуневые поклевки. Серьезных поклевок пока мы не видели. Только оторванные приманки. Солнышко что-то то выйдет, то зайдет. Довольно-таки прохладно. 13 градусов. Вот такой вот окунишка у нас. Все, отпускаем. Хоть сфоткать его, потому что сфоткать? Рыбы не будет. Хоть что-то. Для отчета. Я отчитаюсь за тебя. Все. Ладно, продолжаем искать рыбу. Она схватила бы. Так, ребята, наконец-то у нас клюнула щучка. Сергей уже выматывал. Закончил проводку и доставал приманку. И щучка клюнула. Время 12 часов без 5. Да. Мы знаем рыбные места, ребята, только рыба их не знает. Все, ну вот я же тебе говорю, вот, на, лип-гриб. Все, уже папа все приготовил, на. Достал ты свой огромадный оковалок, сейчас разовьешь его всего. Ага. Травить. Ну такая под килограммчик, наверное, да? Полный животик у нее, смотри. Ну да, сытый, наверное. Все равно схватил. Сейчас взвесим.
А на липгриппе на самом нет весов, что ли? Нет. Только рулетка? Только рулетка есть. О, ничего себе. Сколько там чего? С хвостом 50 сантиметров. 50 сантиметров. Полметровая щука, ребята. Без хвоста 45. Угу. Так, а взвешивать-то когда же? Давай. Ровно килограмм, да? Чего? Фоткай. Фоткай меня. Фоткай меня полностью, да? Ну, даже прям, короче, на поверхности было это. Но я видел, она прям уже вот, мне кажется, вот из-под этой, это, Вылетело. из-под травы. Так. Воблер надо ловить, наверное, здесь. Да, конечно, воблеры. Он все как воблер шел. Ага, так. Ага, годится вот так. Нормально. Ага. Все, сфоткал, отпускай. Ладно, так. Отпускаем, ребята, щучку. Долгожданная поклевка. Ну что, будем пробовать дальше. Перемещаемся. Ищем какие-то новые места. Старые точки, которые работали там 2 недели назад, молчат. Поэтому спускаемся пока вниз по течению и ищем новые точки. Пробуем. Клевка у нас прям на выбросе. У Сереги. Клюнула громадная щука, по-моему, да? Ну, не громадный. Ну какая-никакая, но щука. Черт побери. Так, ребята, наверное, выход. Еще поклевочка у нас у Сергея. Ух, сход. Ну такая тоже, да? Ну, тоже не килограмм, наверное. Да. Так, значит, щучку тут, телефонный звонок у меня был. Щучка была на полкило, которую Сережа поймал. Отпустили ее тоже. И с этого же места еще одна вот поклевочка на тиогу случилась. Но щучка сошла. Время час. Ну, покидаем еще немножко. И в эту сторону неудобно. Так, наконец-то, ребята, у меня произошла поклевка, но это уже не на джиг, а на воблер. Ох. Вот, ребятки. Я возьму. Снаружи зацепилась, да? Может сойти. Да, может сойти. Давай еще на свечку. Открывай рот. Хорошая щучка. Но рот не хочет открывать.
Опа, есть. Опа. Фух. Отлично. Отлично. Сбрось катушку, Серег. Значит, мучаюсь я, ребята, ловлю здесь на джиг. Ничего не клюет у меня нифига. И зашли вот в заводь, в небольшую. И думаю, попробую разловить баллисонг. И сделал правильный выбор. И рыбка клюнула. Сейчас мы ее взвесим, сфотографируем и отпустим. Что, далеко висит, Серег? Давай слип-гриппом взвесим. 140 грамм. Они у тебя не фиксируются? Фиксируется. Ну что это, кило 800? Ну да. Кило 700. 650. Кило 650, да, за минусом лип-гриппа, да? Вот такая рыбехина. Так, ну что, отпускаем ее. Держи. Ух. Все, убежала домой. Крутяк. Ну, все, ушел от 0. И слава богу, как говорится. Попробуем сейчас зайти в заводь, еще покидать. И еще одна поклевочка на баллисонг. Ну, что-то поменьше, окунь, что ли, не пойму. А нет, карандашик небольшой. Опа. Вот такой вот чуть-чуть. Да. Вот такой вот щурочек. Раненый. Тоже вот следы у него, кто-то его кусал. Сейчас мы его отпустим. Так, и отпускаем его. Пошел. Попробуем поймать в этой заводе еще пару щурков. Серега тоже заряжает баллисонг. Маленечко в другой раскраске. Да, ну попробуем. С того же места, ребята. Еще один щурочек. Опа. Небольшой. Ну, это лучше, чем ничего на весь день кидать джиг. Поклевки были на джиг у меня, но реализовать я так и не смог ни одну. Но уже вот под конец рыбалки, время 2 часа 22 минуты 3-го, хотя бы вот так вот. Как говорится, в степи и жук мясо, ребят.
Тихо, 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 тихо. Маленький, а какой бодрый. Все, отпускаем тоже его. Хотя бы таких половить. Пока не сместились вглубь заводи, до дальних камышей не добрасываем. Сейчас тут обловим и зайдем чуть-чуть поглубже, чтобы дальние камыши облавливать. Ну, там траву вот эту береговую. Сместились поближе к траве, как я и предполагал. И там щурятки. Оп. Так, в этот раз уже сменил воблер. Опа, это Рудра 130 суспендер от ОСП. Я уже ее тут разловил на Мокше, там в Мордовии. И решил здесь тоже попробовать. Воблер ловит пока вот таких вот маленьких щурков. Но лучше что-то, чем ничего, ребята. Хотя бы таких половить, чтобы получить удовольствие. Засекся на центральный тройник, то бишь хотел его пополам перекусить, этот воблер. Так, все, отпускаем. Опаньки. Вот на такой. Это не норка, это куница, да, наверное, какая-то. Вон она бегает. Мы уже с Саньком ее видали. Вон побежала. Вон на гору. Эй, эй, эй! Да, все, убежал. Живет он здесь, да. Второй раз уже видим его. Убежал. Пришел посмотреть, что мы тут делаем, и убежал. Вот и подошла к концу сегодняшняя рыбалка. В целом, что можно сказать? На джиг клевало плохо, либо мы просто не можем ловить на джиг. Не знаем, что и как. Кидали, были на тех местах, где в прошлые разы поклевки были. Ну и в этот раз были поклевки, но такие, видимо, окуневые, может быть, не крупный берж. Мне, по крайней мере, не удалось реализовать на джиг ни одной поклевки, но поклевки были. Серега на джиг вымутил щучку уже, там, ну так на дурака выматывая возле лодки. Одна клюнула небольшая, да? Две, да, одну поймал и одна сошла. Вот, ну и лично меня выручило то, что я взял воблеры крупные, и в заводе мне удалось все-таки поймать щучку одну большую и там сколько-то, 3, да, по-моему, небольших. От 0 ушли, слава богу, ребята. Да, уставшие, голодные, время 5:30 вечера, до дома 1,5 часа на машине. Будем сейчас шуровать. Подписывайтесь на мой канал, ребята, и увидимся на следующей рыбалке. Пока-пока.